Здравствуйте, это «Вечерняя смена», в студии Ирина Газаева. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня в выпуске. Конец года, время подводить итоги. В нашей студии в каждом эфире разговор с представителями власти. Сегодня беседуем с председателем Комитета Республики Северная Осетия Алания по занятости населения Альбиной Плаевой и министром Республики Северная Осетия Алания по вопросам национальных отношений Асланом Цуцеевым. Кадровые изменения в Северо-Остинском государственном академическом театре имени Тхапсаева. С чем связаны и как дальше жить театром в условиях пандемии? Говорим с художественным руководителем театра Гиви Валиевым. Обо всем подробнее через несколько секунд. Снижение безработицы идет в Российской Федерации медленно. Этого недостаточно, чтобы кардинально переломить ситуацию. На днях заявил президент России Владимир Путин. О том, какие меры по борьбе с безработицей применяются в нашей республике, говорим с председателем Комитета Республики Северная Осетия Алания по занятости населения Альбиной Плаевой. Добрый вечер, Альбина Анатольевна. Спасибо, что пришли к нам в студию. Знаете, отдельная благодарность вам, как чиновнику, который никогда не отказывается на нашу просьбу принять участие в программе. Спасибо вам за это. Недавно глава республики принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в СКФО. Обсуждались меры по борьбе с безработицей. Какие вот в нашей республике, какие программы работают так вот более активно? Я уточню, это совещание произошло буквально вчера, и с большим объемным докладом выступал полномочный представитель в Северо-Кавказском федеральном округе. Юрий Чайка. Более того, был достаточно объемный доклад у заместителя министра труда Мухтияровой. И было отмечено, что Северо-Кавказский федеральный округ – это один из самых проблемных округов Российской Федерации, где действительно порядка 4,5–5 раз произошел рост регистрируемой безработицы. Было отмечено, что какие-то особенные подходы нужны в нашем регионе для того, чтобы стабилизировать ситуацию. И могу сказать, что на фоне наших соседей, не будем брать во внимание Ставропольский край, все-таки у них достаточно своя ситуация, так скажем, да, она более, гор там нет. более благоприятная, горы, так да, скажем, да. Вот среди всех наших остальных соседей статистика наша значительно отличается в лучшую сторону. В лучшую? В лучшую сторону, да. Если по СКФО в среднем цифры по регистрируемой безработице выше 16 единиц, у нас на сегодняшний день это 6,8. У нас идет значительное снижение численности безработных на сегодняшний день. Это уже больше, чем на 5500 меньше, чем это было в пик на 30 сентября. Поэтому мы должны отметить тренд на улучшение ситуации. Это во-первых. Во-вторых, как нам этого в течение года удалось добиться? Ну, и повышение численности безработных имело объективную причину этой пандемии. Это и те повышенные меры поддержки социальной, которые через службу занятости доводились до наших граждан. И можем сказать, мы, конечно, выполняли в какой-то степени не специфическую роль. Через нас стало возможным поддержать безработные семьи, у которых есть дети. Таких деток, на которых мы доплачивали по 3 тысячи в месяц в течение летних месяцев, было больше 25 тысяч. 22 тысячи человек, получающих пособие в минимальном размере, оно было очень незначительным, всего 1500, получили возможность, ну, пусть незначительно, но в 3 раза роста, и имели возможность получать доплату на детей. Опять же, граждане, которые в максимальном размере в 12 130 рублей получали пособие, их тоже стало больше, чем если бы соответствующие меры правительством Российской Федерации не были приняты. Поэтому эти социальные функции мы выполняли все летние месяцы, и немножко акцент нашей работы в этот период сместился в эту сторону. Но сейчас идет кардинальная переориентация всей службы занятости на активный поиск работы, на участие в программах по переобучению, по повышению квалификации, для того, чтобы возможностей для трудоустройства у людей было больше. Потому что пособие пособием, но все они имеют временный характер, они всегда начинаются и заканчиваются, эти периоды. А постоянная работа – это гарантия завтрашнего дня у человека, и, конечно, мы это очень хорошо понимаем.
Могу сказать, что за этот непростой период нам все-таки удалось устроить больше 2000 человек на работу. Нам удалось в конце летнего периода все-таки захватить август, начало сентября и больше 800 несовершеннолетних от 14 до 18 лет обеспечить возможностью незначительного заработка, но все-таки, да, это 2250 рублей материальная помощь со стороны службы занятости, ну, порядка от 1500 где-то до 3 до 4000 со стороны работодателей. Это все-таки очень позитивный опыт для детей, это возможность первых заработанных денежек, возможность что-то купить к себе в школе, поэтому это нам тоже, пусть не в полном объеме, у нас контрольный показатель был 1100 человек, но 813 нам все-таки удалось успеть вот в этом зазоре между весенним обострением и тем, что мы наблюдаем сейчас, и все-таки успеть трудоустроить. Поэтому сейчас у нас достаточно активная фаза конца года, подведения итогов. Мы заканчиваем реализацию национального проекта «Демография» в части обучения старшего поколения женщин. Нам это неплохо удалось. А давайте вот здесь подробнее. Да. Это она дает женщине, которая в декретном отпуске, повышать свою квалификацию. Так? Это, знаете, очень удобная вещь, когда за 3 года женщина, которая смотрела за своим ребенком дома, как правило, выпала из социума, выпала из своей профессии, быстренько восстановиться в своих, допустим, в своей очень многие, они боятся выходить на работу. Совершенно верно. То есть это и социальная адаптация с какой-то стороны, и, конечно же, возможность профессионально немножко прийти в себя для того, чтобы прийти на работу в полноценном состоянии. И поэтому 53 таких женщин у нас в этом году обучались, 50 из них находились в декретном отпуске, то есть во взаимоотношениях с работодателем, они вернутся на свои рабочие места, но в качественно, в совершенно ином состоянии. А вот это обучение, оно проходило дистанционно тоже? Большей частью дистанционно, и где-то, где была необходимость в практических навыках, там была и часть практических занятий. И у нас вторая часть национального проекта «Демография» — это старшее поколение, это граждане 50 лет и старше. Да, какое количество здесь было обращений и обучено людей? Обучено 103, контрольный показатель у нас был 99, но за счет небольшой экономии средств нам удалось еще 4 обучить. И могу сказать, что, конечно же, в тренде в этом году совершенно закономерно были врачи, были педагоги, на которых нагрузка колоссальная просто им выпала, честь и хвала буквально. И мы рады, что имели отношение к сертификации врачей, медицинских сестер, к возможности дополнительных навыков приобретения педагогами, к возможности переподготовки предметников, допустим, биолога на химика и так далее. То есть мы постарались сделать так, чтобы возможность более гибкого подбора на имеющуюся нагрузку у людей все-таки была. Спасибо большое. Вот в прошлом году стартовал проект «Борьба с бедностью». Да, вот что он из себя представляет и как он сегодня реализуется, этот проект? Он пока не реализуется, он в стадии подготовки. Основным органом, который будет курировать и организовывать эту работу, является Министерство труда, но тем не менее служба занятости обязательно включится в работу в части одного из мероприятий, которое предусматривает активное трудоустройство малоимущих граждан. В следующем году при содействии службы занятости должно быть трудоустроено на работу не менее 420 человек. И мы будем заниматься тем, что будем подбирать подходящую работу, посмотрим, есть ли необходимость в повышении квалификации или переподготовке для этой новой работы. И, естественно, в конечном итоге должны будем гарантировать возможность обретения постоянных фиксированных доходов. Спасибо. А вот что касается портала «Работа в России», вот есть такое мнение, что там публикуются такие не самые востребованные, что ли, на рынке труда вакансии. Подтвердите это мнение? Или... Мы вообще последний год, даже не последний, наверное, последние 3 года, хотим поломать стереотип в отношении службы занятости. Потому что у многих сложилось такое впечатление, что только те вакансии, которые никому не нужны, да, которые низкооплачиваемые, которые не предполагают какого-то высокого социального статуса, доходят до службы занятости, все остальные расходятся с естественным, да, каким-то, минуя службу занятости способом. Хотим сказать, что это не так. На сегодняшний день мы занимаемся активным взаимодействием с работодателями, получаем от них самые свежие позиции, освободившиеся, которые имеют уровень заработной платы и 30, и 40 тысяч, но не требуют соответствующей квалификации. Поэтому мы буквально всем рекомендуем и на портале «Работа в России» посмотреть, что мы сегодня предлагаем. И у нас появилась интерактивная площадка в Инстаграм,
вакансии Комзан РСО Алания. И там мы тоже ежедневно выкладываем все наши горячие предложения, на которые можно откликнуться, посмотреть, поинтересоваться, что же предлагает рынок труда. И мы убеждены, что вы удивитесь тому большому выбору, который сейчас у нас есть. Да. Спасибо большое, спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. Но у вас с наступающим Новым годом, удачи вам в вашей работе. Спасибо вам. У нас небольшая пауза, потом вернемся. Круглый стол, посвященный итогам реализации проектов, состоялся на днях в Северо-Остинском республиканском институте повышения квалификации работников образования. Свой проект «Укрепление межнациональных отношений» как фактор ранней профилактики асоциальных и экстремистских проявлений в молодежной среде Республики Северная Осетия-Алания представили в Министерстве Республики Северная Осетия-Алания по вопросам национальных отношений. О том, какие еще программы были реализованы в этом году, поговорим с министром Республики Северная Осетия-Алания по вопросам национальных отношений Асланом Цуцевым. Аслан Аркадьевич, добрый вечер, спасибо, что пришли к нам в студию. Но пандемия сказалась, наверное, и на работу в министерстве. Какие сегодня можно сделать выводы, какие проекты были реализованы, что не удалось реализовать в этом году? Да, действительно, конечно, вот наша работа, она во многом связана с какими-то массовыми мероприятиями, потому что мы работаем с национально-культурными обществами, проводим много мероприятий, таких вот, которые направлены на укрепление дружбы между народами. И вот в этом смысле, конечно, этот год для нас стал таким определенным испытанием, и пришлось нам во многом нашу работу перестраивать, и планы, которые у нас были на этот год, менять пришлось. Вот, ну, такие вот, скажем, мероприятия, которые мы проводили ежегодно и достаточно масштабно, как, скажем, День остинского языка и литературы или День славянской культуры и письменности. Вот еще целый ряд таких мероприятий. И День российского флага, такие государственные наши праздники, которые предполагают какие-то массовые, значит, концерты, праздники, флешмобы с большим количеством людей. Вот нам пришлось их проводить в этом году по-другому. Мы провели несколько таких конкурсов, скажем, когда мы пригласили, значит, молодежь нашу в первую очередь, скажем, читать стихи Коста или петь песни о родине. Они выкладывали свои ролики. У нас было жюри сформировано, которых отсматривали. Ну, по-разному. Вот это я говорю о тех, значит, нескольких больших мероприятиях, которые мы обычно проводим публично, массово. Вот в этом году мы проводили их вот в таком онлайн-формате, в дистанционном формате. И, ну, в общем-то, судя по количеству участников, которые были, я считаю, что, значит, в такой форме их тоже можно проводить, хотя, конечно, людям общения не хватало. Общения не хватало. Вот из тех мероприятий, которые нам не удалось провести, конечно, это вот наш этнолагерь «Аланский след». Вы, конечно, знаете, что мы уже на протяжении 5 лет ежегодно собираем остинскую молодежь из разных стран, из разных концов нашей страны и организуем для них здесь такую очень интересную программу. Они знакомятся с республикой, с, значит, традициями нашими, с культурой. Они учатся готовить остинские блюда, танцевать остинские танцы и так далее. Но в этом году, вот, к сожалению, границы были закрыты. Мы попробовали, разослали письма по нашим общинам, землячествам. Летом было немножко спокойнее, чем весной и осенью. Тем не менее, самолеты не летали, границы были закрыты. И даже внутри Российской Федерации мы не нашли поддержки. Многие говорили откровенно, что мы не хотим на себя брать такую ответственность. И, в общем-то, вот это мероприятие в этом году, к сожалению, мы не провели. Хотя планировали, конечно. И поручение было более масштабно его провести в докладе послания главы прошлогоднем.
Ну, тогда, конечно, никто не знал, что в этом году вот такие обстоятельства у нас будут. Но зато вот мы, я могу сказать, что больше в этом году смогли выделить средств в качестве субсидий нашим национально-культурным обществам, общественным организациям. И не только на проведение мероприятий, хотя у них тоже были юбилеи в этом году. Самое молодое наше общество, Северо-Остинское региональное отделение Всероссийского конгресса узбеков-узбекистанцев отмечало 5-летие, таджикская диаспора Памир отмечала 10-летие, татарское общество имени Тукая 30-летие отмечало. Вот, то есть какие-то, конечно, Ну так это, наверное, условно, да, отметили. По сути, это собирать да, людей конечно, нельзя так было. масштабно, как хотелось бы, мы это не провели, но тем не менее это мы отметили. Но зато вот в этом году мы больше средств выделили на... У армянского общества тоже юбилей в этом году. Они в итоге, мы все откладывали, думали, в конце года проведем, но они в итоге решили издать книгу, посвященную истории армян в Осетии. Вот, хорошо. мы буквально на днях уже должны получить тираж. Впервые мы издаем в этом году по нашему заказу. Северо-Остинский институт гуманитарных социальных исследований подготовил этнографический атлас Осетии, о тех народах, которые здесь живут, об историях пребывания в Осетии. Довольно интересная получилась книжка. Вот. Мы сняли хороший фильм в этом году. Я думаю, что мы до конца года проведем его презентацию. Надеюсь, что На нашем канале тоже мы это сможем увидеть. Наше любимое телевидение, может быть, в новогодние праздники, когда все дома, этот фильм документальный покажет. Часовой документальный фильм, он называется «Алан из северной столицы». Его еще никто не видел, кроме вот, значит, буквально нескольких Режиссер человек. этого фильма кто? Ну, это такая команда молодая, команда не местная. Фильм посвящен связям Осетии, Алании и Санкт-Петербурга. Начиная с первого Остинского посольства в Петербург, как Коста поехал учиться на художника, Махарбек Туганов, и заканчивая современной жизнью вот Остинского землячества в Петербурге. Отлично, идея замечательна, но, знаете, всегда обидно, когда говорят, что работала не местная команда. Ну, вы знаете, тут все было абсолютно честно и прозрачно. У нас были определенные средства, и в соответствии с требованиями закона мы выставили, так сказать, на эти конкурсные процедуры, тех задания, что вот такая идея снять такой фильм. Вот. Ну, вот выиграла не местная компания. Спасибо. Ну, в общем, я считаю, что фильм удался. Надеюсь, что зрители наши посмотрят и дадут оценку. Так что вот как-то так мы в этом году. Спасибо. В одном из интервью вы сказали, что одной из главных задач ну, для себя и своей деятельности считаете сохранение взаимопонимания между народами, проживающими в нашей республике. Вот от чего зависит та самая гармония между народами в первую очередь, на ваш взгляд? Вот вы знаете, кстати, этот год тоже такую очень важную вещь показал, что когда люди объединены какой-то общей идеей, когда они вот в этом году пандемия, и я, честно говоря, хочу сейчас спасибо сказать вот тем, кто проявил такую активность большую. Казалось бы, небольшие вот такие наши национально-культурные организации, как, вот скажем, Общество Памир, о нем я уже сказал. Они огромную работу провели волонтерскую. Они помогали малоимущим, они, значит, у них там машина есть, «Газель», они развозили продукты и так далее, и так далее. Вот многие студенты, которые иностранцы, оказались фактически вот заложниками ситуации, домой не пускали, в общежитии. Вот тогда весной, когда очень жесткие были такие ограничения, и вот они развозили студентам этим иностранным продукты. И этим очень многие занимались на самом деле. И Русь, самое большое наше общество. И вот такие небольшие общества, как, скажем, узбекское или таджикское, и греки, и армяне, никого не хочу выделять здесь. И вот ситуация в Карабахе, ну, несколько раз мы встречались и с руководством азербайджанской диаспоры, армянской диаспоры.
И абсолютное единодушие, и вот в один Друг с голос другом они говорили, были да, что Осетия — это не то место, где дружелюбно можно общались. решить проблему Карабаха. Мы россияне, мы живем в Осетии, поэтому нам нужно, наоборот, показать вот пример того, как нужно друг с другом общаться, понимать. Вот, и мы на самом деле, вот я считаю, когда люди объединены, и чем больше они общаются, тем они лучше друг друга понимают, и тем на самом деле вот эти отношения гармоничнее. И межнациональные, и межконфессиональные. Получается, вот такая эта ситуация тоже и объединила. Ну, ситуация такая не очень хорошая, тем не менее она объединила народы. Для любого народа очень важно сохранить свой национальный язык. Понятно, что это возможно в том случае, если да, это с семьи начинается, то есть с ребенком говорят на остинском языке, взрослые говорят на остинском языке, но вот если этого нет, как вот здесь министерство работает в этом направлении? В сохранении, развитии национального языка? Действительно, вот такое расхожее мнение, но, к сожалению, сегодня полагаться исключительно на семью не приходится, потому что, ну, могу сказать, мои ровесники, кто чуть помоложе, кому сегодня там по 40 лет, они сами, я имею в виду в первую очередь, конечно, жителей Владикавказа, горожан, осетин, они не знают осетинского языка или очень плохо его знают. Поэтому им научить своих детей, опираясь на собственные знания в семье, Невозможно. невозможно, если говорить честно. Поэтому, конечно, государство должно всемирно помогать им в этом. Конечно, вот и Аланская гимназия, и детские сады, которые у нас появились, где ведется воспитательный процесс на осетинском языке, они в этом помогают. И вот программа наша «Национально-культурное развитие осетинского народа», там есть целая подпрограмма и большое количество мероприятий, направленных как раз на вот укрепление и развитие позиции осетинского языка. И Например, вот в этом году было что-то у нас и выполнено? курсы по осетинскому языку есть. И, Они уже открылись, курсы уже есть, курсы и любой желающий может прийти. Бесплатные курсы, бесплатно конечно, обучаться есть. осетинскому Да. языку. И в будущем году мы их будем расширять обязательно. Вот сейчас готов проект новой программы с таким же названием. И мы там сделали такой акцент серьезный именно на детишек. Там будут анимационные фильмы, мультики, дублированные на осетинский язык. Мы на это закладываем деньги. Там будет и, значит, какие-то программки для мобильных устройств на осетинском языке. Мы хотим, чтобы в Яндекс.Переводчике появился осетинский язык. Еще вот таких уже есть несколько приложений. Ирон Чинек, например, очень хорошее приложение. Там можно и аудио послушать, и почитать самому книги в каком-то, значит, гаджете, в каком-то устройстве. Вот мне кажется, что детишек надо с раннего возраста приучать и давать им то, что им интересно. Именно те мультфильмы, которые им интересны, которые они хотят посмотреть, чтобы они привыкали с детства к языку. Но это мы, наверное, говорим о тех людях, у которых самих, а если говорить о взрослых людях, да, об этих курсах. Кстати, курсы идут дистанционно. Ну, в этом году они уже закончились. Они уже закончились. В будущем году, ну, посмотрим, как нам Роспотребнадзор разрешит проводить. Да, и будут ли желающие? То есть желающие есть ли они? Вот здесь я могу сказать, у нас есть курсы для всех желающих, бесплатные по осетинскому языку. Министерство образования предоставляет педагогов, учителей осетинского языка. А на площадке Штернахаша вот можно проводить, у них есть хороший зал. Вот там мы проводили эти курсы. Вот. А вот когда дело доходит до курсов осетинского языка для государственных и муниципальных служащих, как бы повышение квалификации, потому что осетинский язык государственный, и, конечно, государственному служащему по-хорошему нужно знать оба государственных языка. Вот здесь начинаются проблемы, потому что кто-то болеет в этом году, говорит, кто-то в отпуске, а вот мы уже в прошлом году проходили и так далее. Тут уже такого энтузиазма нет. Вот вам как кажется, почему нет этого энтузиазма? Ну, потому что иногда мне кажется, что где-то начальство к этому так относится, что мы людей отрываем от каких-то их функциональных
обязанностей ежедневных, потому что надо ходить на эти курсы, заниматься, чтобы получить в итоге сертификат и действительно свои знания астинского языка улучшить. Ну, а где-то, наверное, какой-то, может быть... Но проблема, она все-таки есть. Вы знаете, я вот от коллег наших слышу, часто астинская редакция жалуется на то, что очень сложно им пригласить на определенную тему тех же чиновников. Ну, А многие... журналистов, которые хорошо владеют Тоже мало. астинским языком. Но А они вот, кстати, есть. этим мы тоже занимаемся уже Так. 3-й год. Когда-то на факультете журналистики было астинское отделение, потом количество бюджетных мест сократилось, его закрыли. И вот 3-й год наше министерство оплачивает целевое обучение для 5 человек. Причем мы просим районы, они выбирают тех, кто закончит вот это отделение астинской журналистики, потом вернется к себе в район и будет или в районной газете, или, значит, где-то на радио, на телевидении. То есть поступить можно только через главу района, да, получается? Ну, в данном случае вот мы обратились к главам районов. Я могу сказать, что Алагирский район сам оплачивает обучение 1 человека, целевое место, а остальным оплачиваем мы. И я надеюсь, что вот так как-то потихонечку мы эту ситуацию выправим. Потом с такой же просьбой вот на одном из заседаний комиссии по сохранению и развитию астинского языка главе республики обратился наш факультет астинской филологии. Там педагоги в основном уже либо пенсионного, либо предпенсионного возраста. А вот обучение в аспирантуре, то есть так, чтобы молодые люди были с ученой степенью, вот с этим тоже проблема. И вот 2 аспирантам мы оплачиваем их обучение в аспирантуре. Спасибо. Поэтому вот как-то стараемся. Спасибо, прекрасно. Но вот в ближайшее время можно ли какие-то планировать проекты вашим ведомством? Или пока еще ждем Роспотребнадзор? Нет, планировать Рекомендации в любом просто. случае мы, конечно, планируем. И на будущий год у нас уже, так сказать, план работы готов. И я напомню, что мы получаем субсидию с Федерального агентства по делам национальностей, наша республика, которая приходит к нам в министерство. Вот. И, конечно, мы должны такой детализированный план на будущий год по соглашению с Федеральным агентством представить, чтобы они посмотрели, что мы планируем, на что они дают нам эти деньги. Вот. Поэтому, конечно, без планирования никакой работы быть не может. Спасибо вам, что пришли в студию. Желаем вам удачи Спасибо. и в следующем году, и Будем полностью в вашей надеяться, жизни что и в работе. год будет лучше. Да, спасибо, с Новым Харзина годом. вас. Тархашет. Спасибо. Дуже. У нас реклама, дальше продолжим. Культурной теме. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией во всем мире Северостинский театр имени Тхапсаева отменил все спектакли до лучших времен. Между тем, обстановка в самом театре также нестабильна. Кадровые изменения происходят постоянно. Художественным руководителем назначен бывший главный режиссер театра Гиви Валиев. Должность в Рио директора театра занял Чермен Дудаев, который оставил пост заместителя министра культуры. О том, с чем связаны последние пертурбации в Национальном театре и когда ждать премьерных спектаклей, поговорим с руководителем и режиссерами театра. Добрый вечер, спасибо, что пришли к нам в студию. Поздравляю с новой должностью, Гиви. Но вот здесь мне очень жалко, мы потеряли вас как творческого человека, потому что все-таки эта должность, она такая административная, руководящая должность. Хочется видеть вас и как режиссера, и как актера на сцене. У вас очень устаревшая информация. Театр работает только... Вот сейчас идет спектакль у нас. Мы целый месяц уже показываем спектакли. У нас был какой-то период, маленький период, мы перешли на репетиционный процесс, потому что были там люди, некоторые из нас заболели, и мы Подождите, а вот сколько, какая наполняемость зала? Насколько 50% наполняемость 50, зала, который возможно. разрешает Роспотребнадзор. Мы соблюдаем все правила, которые нам прописаны Роспотребнадзором. Это вот одно. Мы играем спектакли, театр работает в штатном режиме. У нас не в Рио, у нас
Или в Рио. Он его временно, Сегодня в Штатах. временно исполняющим его представили, или он назначен директором. Да, у вас, наверное, тоже устаревшая информация, как и у нас. Да. И еще, ни в коем случае меня не потеряют как творческого человека. Все руководители, вот здесь сидит Валерий Зарбекович Царь, который был руководителем, он ставил спектакли. Все руководители Остинского театра, они ставят спектакли. Играли. И играют Удавалось, да, спектакли. удавалось совмещать эту работу Конечно. чиновника и творческого человека? Даже не чиновника, Ну, руководителя. руководителя, да. Так что и на сцену выйдем, еще и спектакли поставим. Спасибо. Вот, конечно, возглавить Остинский театр – это, ну, наверное, в первую очередь такая ответственность для вас. Вы служите театру уже давно, знаете о его слабых местах. Вот какую работу будете проводить в первую очередь, за что хочется вот взяться и изменить? Я не хочу говорить о том, что будем менять. Мы будем говорить о том, что будем делать. Развивать. Да, развивать. Нам обязательно надо развивать национальную драматургию. Это в приоритете. Национальная драматургия. Вот сейчас весь режиссерский штат будет направлен на том, чтобы мы начали развивать национальную драматургию. Пьесы, которые сегодня у нас есть, они некоторые нуждаются в доработке. Некоторые из них, большинство из них уже были поставлены на сцене Остинского театра. И притом не раз поставлены, уже по третьему кругу они идут. Но есть романы, об этом уже говорю третий раз, наверное, есть романы, которые не тронуты нами. Это проза. И если вот здесь будет опять-таки работа с драматургами, нашими драматургами, режиссеров с драматургами, чтобы проза, вот эти романы Джатиева, очень хорошие романы у него, «Сабельный звон», «Дика», Илита Дударова. Это имена, которые сделали имя Осетии. Да, и гордился весь Советский Союз, и гордится сейчас Россия там. И по ком звонит колокол Хаджи Умара Мансурова. Хочется такие произведения, образовательные произведения, чтобы появились на сцене Остинского театра. Это что касается национальной драматургии. Ее надо развивать. Потому что национальный театр без национальной драматургии, он не может существовать. А если мы берем что-то уже всем известное старое, то, конечно, мы будем его в новой интерпретации, с новым пониманием сюжета ставить. А вот давайте тогда поговорим о премьере «Паша и Фандон», да? Это будет в январе, в начале января. Да, вот здесь тоже он обновленный или восстановленный старый спектакль? Вот Гиви правильно сказал, невозможно восстановить спектакль, потому что, во-первых, и артисты другие. Артисты, понятно, да. Другие, Режиссер другой. И время другое, и режиссер другой, конечно. Я к этой пьесе уже второй раз сталкиваюсь. В 1989 году начали ставить. Тогда режиссером был Галалов, я был ассистентом. И играл я Ахшарбега тогда было. Да. Потом меня перевели в детский театр руководителями. Играл этот спектакль потом Губиев Казбек Ахшарбега. Тогда мы ставили его по одному. Время было другое. Совершенно сегодня другое время. Но вот думая о национальной драматургии, мне кажется, есть несколько пьес в остинской драматургии, которые должны быть вечно на сцене Остинского театра. Вот в чем, да, актуальность этого Я сейчас спектакля? объясню. Вот как «Принцесса Турандот» уже 100 лет на сцене Вахтангова, Классика. мне кажется, такие пьесы можно найти. Один из них «Паша и Фандон». Потому что она очень чистая пьеса. Пьеса о любви. Притом там сталкиваются две темы. Что важнее, когда два любящих человека соединяются? Все-таки материальное или духовное? Богатство и любовь. И эти проблемы были и 100 лет тому назад, и 200 лет, и сегодня они очень актуальны. Поэтому там она, во-первых, и музыкальная, жанр комедия. И та чистота, которую заложил в свое время автор, конечно, мы хотим его сохранить. Тем более, что сегодня время нуждается в чистоте, в чистых отношениях. Мне очень нравится эта пьеса, и я думаю, что и зрителю понравится, потому что даже спектакль сколько ни идет, все песни, которые были в «Паше и Фандон», они звучат в народе. А давайте я тогда предлагаю вспомнить, как Не это спою, было. не спою. Как это было раньше, Варвара Каргинова. Это сегодня третья постановка. Сегодня третья. Да. Да, вот Варвара Каргинова, это была первая постановка. Это Я да, предлагала 54-й посмотреть. год. Фрагментик небольшой, вспомнить. Sestei avžaronzim, kad taramazı bağışonin.
ولا تاخت وسراغ دار تشن زخينات سنف صار خاوني سنف صار خاوني سنف da good see da da good see hey mana da butchers ante de bach out hey Magura Shalbonta. Hai na moj gănăc cânzut hai ma așa. Sama na ai dari ca badal. Sama de deriu camptul când știu dăhine cu ca mama ți mă. Sama ca o la puta na și ma cartofi na și ma cadorgen de la glo. Ce zgari nerba oi da puhta. De kai kasharai ra kashai. Bagwamon chinna uzanna. فلات ما قد سلخي بند قوماو سايني سكلم مشر خانة سباهن دامة سنبا كنزن زاد خوزن شجغارين شجبياش مرجاك تساخفة كنزن من انت هذا برتن كشلمير قاباياك جوداك كرمرجن هما استرجابتشن بالسا بوچكتا ما تشتتلو اي ما هيكر ساراجون ما يو اردون تكر شان كانون جون قدر ما ничи баканзен жагзышты Такая яркая такая роль. А кто будет роль Мушерхан играть? Тибилова и Хомякоева. Спасибо. Тогда перейдем ко второй премьере. У нас бременские музыканты. Но до эфира я с Гиви общалась, спрашивала, что за музыкальный спектакль. Да, почему-то не мюзикл, сказал Гиви. Зачем он отличается от мюзикла? Ну да, ну, во-первых, у меня идет очень такой интересный период. Первая постановка в Осинском театре при новом художественном руководителе. Я надеюсь, что первый блин не окажется комом и что все будет хорошо. А мюзикл, ну все-таки если ставить мюзикл, надо ставить в классическом варианте. Это очень важно, чтобы все актеры все-таки пели танцевали, вживую. Обязательно исключительно танцевальная труппа. И у нас немножко другой формат. Это детская сказка, легкая, динамичная, играющая. Мы не ставили задачу ставить мюзикл. Легкую, новогоднюю Ну, это музыкальный историю. спектакль, Да, правильно? да, да. Есть поющие актеры? Есть. Благо в Осинском театре есть очень много талантливой молодежи, которые умеют и петь, и двигаться, и которые стали в основу этой постановки. Когда начало представления и сколько детей может посетить? Тоже 50%? Наверное, меньше. Даже меньше? Потому что, исходя из того, что ситуация сейчас такая, мы будем принимать где-то 150, может быть, 200 детей. У нас вместимость в Осинском театре 600 с чем-то места, 670, по-моему. Будем принимать 150-200, чтобы наверняка мы могли... Это наши дети, мы за них сильно переживаем. Так что... Вот как узнавать людям о том, что идут спектакли? Раньше в школах как-то, да, могли родителям сказать, вы знаете, есть детский спектакль, приводите детей там в садиков. Сейчас все, дети... сейчас дети учатся. То есть вот... Как-то по школам можно тоже распространить эту информацию, чтобы было Конечно. Хочется детям праздника. Потому что в связи с этой Конечно. пандемией, да, я вам благодарна за этот спектакль. Мне кажется, дети немножечко у нас как-то остались в стороне и могут остаться без праздника. Да, праздник у детей забирать нельзя. Это Новый год. Это вера в Деда Мороза забирать нельзя. Я до сих пор хочу верить в Деда Мороза. Не получается, но хочу. Мы смотрели задачу спектакля. Я тоже многих молодых артистов не знаю, хотя они многие заканчивали у нас актерское отделение, но хочу сказать, очень радостный спектакль. Я думаю, дети получат огромную радость. Ведь перед Новым годом всегда так бывает. Специально ставится для Нового года. И, естественно, он
очень красочнее, очень много танцев, очень много песен, да? А вот актерский состав бременских музыкантов, только молодые принимают участие? Ну, там же только молодые. Нет, мне было также интересно посмотреть, чуть поработать. постарше тоже Да, есть, постарше. уже с актерами, со званиями. Вот, хотел себя проверить, как я смогу с ними Но они очень поработать. молодо выглядят. Очень красивые на сцене, все очень хорошо, все по делу, по задаче. Весь театр работал над выпуском этого спектакля, очень приятно. Ведь театр все-таки это не точная наука. И бывает, что во время репетиции у вас и пришла новая идея, и она требует каких-то новых затрат. Приходится, а что делать? Приходится приходить к художественному руководителю и говорить: Гиви Давидович, нужны опять деньги. Ну что поделать? А вот без денег поставят это, а так с деньгами. В какой-то момент приходилось сказать: а хватит. Я помню, когда я ставил свой первый спектакль, это «Кровавая свадьба», и это в Дегорском театре, и там человек, Алла ее зовут, Да. говорит: Гиви, хватит фантазировать. А вот знаете, а вот очень хорошо, что сейчас на должности, да, Гиви, который сам прошел этот конечно, путь, и поэтому он Имею сейчас право будет требовать. понимать и актеров, и Все, что режиссеров. касается постановочной части, и все, что касается выпуска спектакля, весь организм Остинского театра должен работать на то, чтобы этот спектакль вышел. Конечно. Ни в коем случае не лишь бы вышел, а в хорошем качестве. Это прерогатива обязательно. А что делать? Что делать, когда не хватает вот тех самых финансов? Что делать? Как выходить театру из этой ситуации? И сейчас, мне кажется, намного сложнее, потому что пандемия и билеты не продаются. Вот как здесь, какой выход вы видите? В таланте режиссера. Как без денег сделать так, чтобы это было хорошо. Ага. Они Прикрываться говорят. идеями. Ну, мы пока находим возможности, да. Я очень надеюсь, что нам Министерство культуры поможет. Нам обещали помочь. Я знаю, что помогут. Но в данный момент мы пока как-то справляемся. Я не могу не спросить о Ричарде III. Вы уже несколько раз его вывезли за пределы республики? Пока один раз. Один раз. Какой был... Наверняка был успех. Было ли там какие-то критические замечания, советы? Что советуют? Как относитесь к критике? Была ли она? Мы на фестиваль вывозим спектакль только лишь потому, чтобы нам сказали правду. Спектакль прошел очень хорошо. Никто не знает, с какими сложностями мы отсюда вывезли. Это уже никому не надо. Мы туда привезли спектакль не в полной боевой готовности. Ну, это наша внутренняя кухня. Но были, конечно, замечания. И это очень ценно, что нам делают. Почему? Знаете, вот почему раньше был театр очень сильным? И сегодня мы должны к этому стремиться, потому что кадры рядом были очень сильные. Не только режиссура, не только постановочная часть, но еще и заведующий, начиная от литературной, до критики. Постановочная часть. И когда режиссер ставит спектакль, рядом сидит театральный критик. Были такие, как Жанна Харитовна Плиева, Царство Небесное, Лев Григорьевич Хасьев. И они с Георгием Демидовичем Хугаевым сидели вместе, и они уже ему заведомо подсказывали, что делать, где правильно, где неправильно. И он, вывозя спектакль на какой-то фестиваль, уже заведомо был оснащен. Конечно. Силен был. А сейчас у нас нету профессиональной критики в театре. Не только в Остинском театре. В республике она есть? Нету. Нет, и республике? потому, когда мы вывозим спектакль, мы кому вывозим, кому показываем, кто в комиссии сидит? Театральные критики. И то, что мы должны получить здесь, на Получаем месте, там. получаем. Вы понимаете, в чем дело? И потому сегодня обязательно Остинский театр должен подумать о кадрах. Это А что делать, если вакансий нет? вакансии есть. Есть. Я думаю, что, не думаю, глава республики, При поддержке главы, да. он прямым текстом сказал: вы просто создайте ту группу, которая вам нужна. Отлично. Дайте предложение, мы поможем вам. Сейчас все зависит от тех людей, которые должны создать ту группу, которая должна прийти в Остинский театр. Потому что отправить в Москву, и потом он не приедет, да, отправить на учебу, они не приезжают, и мы опять просто непонятно куда вложили. Да? У нас должна быть гарантия. Отправляем, и он приезжает в Осетию и работает дальше.
Гиви, ну вот ты ставил спектакль и со студентами актерского искусства. Это «Ромео и Джульетта», и были там и много талантливых будущих актеров. Куда им идти? Из них сейчас процентов 40 они в Остинском театре. Из этой Уже постановки- работают? Конечно. Они в Остинском театре. Но сейчас это очень правильный вопрос. Остинский театр может принять только осетиноговорящих. А русский театр, по-моему, принимает Только только... русское, Да, и с русской фамилией, наверное, Нет, русскоговорящие. почему же Нет, фамилия? Нет, Послушайте, не там обязательно. начиная Тугоева, Дукисиева, там... Да, все кто-то русские другой, фамилии. Все, прошу Да, прощения. но у нас национальный театр, и мы ищем кадры для национального театра. Обязательно это знание остинского языка, Конечно. и только потом мы можем говорить о профпригодности человека. А здесь есть тоже проблема с остинским языком. Сейчас мы с Асланом Аркадьевичем как раз говорили о том, что да, сегодня язык, его надо как-то развивать, надо работать. И есть люди, которые учат и хотят учить, изучать остинский язык. Но с молодежью как-то сегодня чуть-чуть вот... Ну вот потому Слабовато. надо ходить в Остинский театр, приводить своих детей в Остинский театр, слышать национальную речь, нашу речь. И у нас есть в планах создание школы-студии Остинского театра, школы современной драматургии. Если это у нас получится, мы... Это, Это опять кадры, куда опять им, где им Нет, работать? Но вот хорошая идея, то, что предложил Гиви, школа молодого драматурга. Вот это да. Да, потому что я его так Драматургов понимаю. тоже сегодня, да, не хватает? Воспитать будущих коллег. Последний драматургу сколько лет? Под 70. Понимаете, в чем Эти дело? все проекты мы на днях представим главе республики, Министерству культуры, потому что, вот вы говорите, куда кадры. Я же еще раз говорю, школа-студия, это не означает, что все 10-20 человек придут в театр. Нет. Это сколько юристов, они все приходят и получают. Нет. У театра есть свой меркантильный интерес. Получить из этих 20 хотя бы 10 человек профессионально подготовленных. Хотя бы 5. Да, профессионально подготовленных, которые знают речь, которые можно выбрать героиню, героя там, и всех направлениях. Главное, чтобы они были трудоустроены. Вот то, что Гиви говорит, в этом посмотрите. Все в основном драматурги воспитывались в Остинском театре. Центр. Гриш Пыльев, будучи актером, он начал писать. Токаев Вашах, будучи актером, начал там писать. Дальше Саламов в театре. Дальше еще и так далее. То есть даже Хубецова приносила свои пьесы, которые ставили в Остинском театре. Потом их печатали, потому что театр всегда вносил Ой, коррективы. спасибо, радуете меня этот вечер. Спасибо, что пришли. Еще раз коротко, пожалуйста, пригласите наших зрителей на премьерные показы спектакля, на спектакли и вообще в театр. Когда это будет? Я хочу, чтобы Еще это раз. молодой режиссер, только начинающий, на свой первый спектакль пригласился. Мы очень рады за него. Да. Очень. Да, когда я ставлю спектакль, всегда говорят, ну это же сказка для детей. Я всегда говорю, нет, потому что дети всегда приходят с родителями. Мне очень... и отзывы всегда оставляют родители. Поэтому всегда, когда я ставлю спектакль, особенно сказку, я хочу, чтобы помимо детей, это также и родителям Да, и понравилось. если ребенок поверит, значит, моя, все получилось. Да, задача. Поэтому, да, пожалуйста, приходите, поддержите Спасибо. нас. И надеюсь, вам понравится. Спасибо большое. Удачи вам, успехов. Мы всегда рядом с вами. Спасибо. Спасибо. Это все на сегодня. Встретимся на следующей неделе. Хороших вам выходных. До встречи.